Василь Быков. Я на его стихах учился. Я ему ничего плохого не сделал. Я о Гитлере говорил. Из Корена жили в Питере. Ho-ho-ho. Вітаю! У ефірі програма «Експерт» і її ведучыя Даша Зялінская і наш эксперт Крумкач Мінскі. Сёння мы зноў агучым самыя значныя цытаты айчыннай прэсы і адкажам на хвалюючыя пытанні жыцця. Ці дасць вялікі і магутны Гудвін мазгі беларускаму ўраду? Як Сямён Сямёнович Гарбункоў перавозіў у гіпсе кантрабандныя растваральнікі? І колькі будзе складаць такса за паркоўку на унітазе ў цэнтры Мінску? на унітазе? Жах, я заінтрыгаваны. Даша, што гэта? Гэта? Ну што, звычайныя вядзьмарскія жартачкі. Вядзьмарскія жартачкі? Якія яшчэ вядзьмаркі? Адкуль яны ўзяліся? Ну а ты што, забыўся? Праз 2 дні 30 красавіка адбудзецца Вальпургіева ноч. Гэта што яшчэ за ноч такая? Ну табе ж кажуць, Вальпургіева, або, прасцей кажучы, шабаш вядзьмарак. Вось яны, напэўна, і рыхтуюцца. О, бачыш, што адбываецца? Шабаш вядзьмарак? Жах. І што? Мингарвыканкам дозволил им избираться? Власть жесточайше пошла навстречу трудящимся ведьмам и дала согласие на проведение конструктивного шабаша. Ого, да что, апроч дожинок у нас будет еще и шабаш? Ну а что ты хотел? Без чорной магии нам теперь никуды. Только яна и можа выратаваць наш урад. Чуў, што піша прэса? У лістападзе мінулага году гарант абяцаў знесці галаву ўраду у выпадку правальнай працы эканомікі ў першым квартале. Апублікаваная Белстатам экспрэс-інфармацыя сведчыць пра тое, што ўсе паказчыкі праваленыя. Так што час адрываць галовы. Адрываць галовы? Хе-хе! Мясніковіча чакае смяротнае пакаранне. Супакойся, гэтая пагроза і раней гучала на адрас прэм'ера. Гарант ужо абяцаў яму і іншым сябрам Саўміну то знесці галовы, то пааткручваць. Ты што, схлусіў гарант? Гэта ж голы папулізм. Ну як ты можаш такое казаць пра нашага дарагога гарантціка? Гарант сваё слова заўжды трымае. Просто у Мясніковіча кожны раз адрастае новая галава. Мясніковіч Змей Горыныч. Вось здорово! Это тебе, Мяснікович, за срыв квартальных показателей. Александр Григорьевич, ну вам ничто не надоело мне голову рубить? Люди ж уже перестали обращать внимание на количество ваших угроз срубить мне голову. Прямо какая-то инфляция отрубания головы. Точно, инфляция. Это тебе за инфляцию. Ай-ё, больно же ж. Ай. Ну сколько можно? А пока ты, Мяснікович, не научишься, как Змей Горыныч, плюваться огнем. А зачем мне плюваться огнем? А чтоб у нас, наконец, появились свои альтернативные России энергоресурсы. А вось скажи, Даша, няўжо вядзьмаркі будуць дапамагаць гаранту выконваць задачы пяцігодкі? Не, думаю, стаўка на гэтым шабашы будзе куды большая. Лічбы сакавіцкага нацыянальнага апытання адлюстроўваюць парадокс. Схільныя да ладу і ціхага жыцця беларусы ўсё ж жадаюць пераменаў. Атрымліваецца, што Лукашенко на выбарах наступнага году можа прайграць. Ух ты, круто!
то ж той таямнічы невядомы, якому наш гарант можа прайграць. О, адказ на гэта ведае хіба што толькі магія. Толькі з яе дапамогай можна пабачыць будучыню. Пабачыць будучыню? Тады, Даша, мне таксама тэрмінова патрэбна на той шабаш. А табе на што? Ну даеш. Ты што, забылася, што за апошні год кошты на транспарт выраслі тройчы? Як можна пра гэта забыцца? І што далей? А тое, што дзякуючы магіі можна лёгка даведацца, калі яны вырастуць зноў. І тады можна будзе загадзя закупіцца жэтонамі. Аферысты пернаты. Мир без чудес, чёрно-бел, чёрно-бел. Куда это подевались змеиные головы, а? Неужели я их все съела за завтраком? Невозможно. О, вот они. Теперь зелье удастся на славу. Прабачце, а як трапіць на шабаш? Ну, а ты куды попал? Ты что, не видишь? Я готовлю зелье гингемы. Гингемы? Той самой злой чараўніцы, якая даслала ураган на чалавецтва? Точно. Только на этот раз гарант поручил наслать ураган на таинственного незнакомца. А як жа вы нашлете на яго ураган, калі ён незнаёмец, и вы яго не ведаете? Это очень просто. Надо просто взять и заглянуть в будущее. Вот сейчас, смотри. Ну и что вы там убачили? Ай, да опять БТ показывают. Все время, я тебе скажу, только БТ и показывают. Зноў выпуск панорамы про поспехи пасяўной? Да нет, какое-то тут вот ток-шоу вроде бы про полезные качества колорадских жуков. А при чым тут жуки? И як яны могут быть корыстными? Ну что ты не знаешь? Это ж теперь у них на БТ любимая тема, во! Дырэктар БТ Геннадзь Давыдзька рэзка адрэагаваў на тое, што газета «Наша Ніва» змясціла выяву каларадскіх жукоў у матэрыяле пра 5-ю рускую калону ў Беларусі. Жоўта-чорныя фарбы стрычак актывістаў якой падобныя на афарбоўку тых самых жукоў. Паказваючы ў эфіры вокладку, Геннадзь Давыдзька заявіў: «Издевательство над святынями недопустимо!» Нічога сабе, каларадскі жук святыня? І што цяпер чакае тых, хто будзе знішчаць тых жукоў на лецішчах? Сейчас. О, говорят, с ними будут разбираться компетентные органы. Внимание! Вводится уголовная ответственность за покушение на жизнь колорадских жуков по статье «Оскорбление президента». Ведь не что-нибудь, а именно наличие колорадских жуков во время визитов Путина вынуждает нашего гаранта наклоняться над градками на дачном участке в Дроздах. И эта его недвусмысленная поза неопровержимо свидетельствует о том, что пока у нас живы колорадские жуки, мы суверенная нация, и ни Путину, ни Западу нас не наклонить. Слухайте, а можа, неяк можна на іншы канал пераключыць, каб пабачыць таго таямнічага незнаёмца? И как же переключить? Адкуль я ведаю як? Это ж вы ведьмань, а не я. Магчыма, ёсць нейкае заклинанне. Может и есть. Так, сейчас посмотрим. Вот она, черная книга конструктивных заклинаний. Ух ты! Сейчас что-нибудь найдем. Так, эники-беники не то. Абракадабра. Это вообще, честно говоря, для другого. Ага, вот. Именем революции. Именем революции заклинание? Ну, конечно. Я не понимаю, ты как с луны свалился. Это ж любимое заклинание гаранта. Як адзначае сайт «Хартыя-97», лозунг «Імем рэвалюцыі» стаў своеасаблівым заклінаннем, якое вымаўляецца гарантам кожны раз, калі справы ў краіне дрэнь. Дрянь? Какая еще дрянь?
Ничего подобного. Это клевета. У нас экономическое чудо, а не полная дрянь. А при чым у такім выпадку іменем рэвалюцыі? А про революцию я говорю, потому что борюсь до бешенства за интересы рабочих. Кстати, именно насчет этого я говорил на днях с Козиком. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Леонида Козика. Президент поблагодарил профсоюзы за спокойную, тихую, ненавязчивую работу по организации выборов в местные советы депутатов. Гарант следующим образом оценил работу ФПБ. Просто молодцы! Без гвалта, без шума. Пачакайце, гэта ж амаль цытата з фільма «Брыльянтавая рука». Толькі там казалі без шуму і пылі. Ой, да при чем тут твоя бриллиантовая рука? Тут у нас костяная нога. Да, Козик, местные выборы ты, конечно, провалил. Но я даю тебе шанс реабилитироваться. И что делать? Я уже определил задачу на 15-й год. Вот смотри, тут расположен избирательный участок, именуемый в народе как ШОС, обозначенный буквами «М» и «Жо». А почему «М» и «Жо»? А в целях конспирации, чтоб никто не догадался. Ха-ха. Итак, народ голосовать не хочет, поскольку выборы ничего не изменят. Такова наша дислокация. Но тогда твоя задача следующая. Ты приводишь электорат к участку, доводишь до нужной кондиции и быстренько выводишь досрочно голосовать за меня. А убедившись, что электорат следует в заданном направлении, ты со словами «Я жду всех вас в социально ориентированном государстве» быстренько возвращаешься на исходную позицию. Твое алиби, как выразителя мнений рабочих, обеспечено. Ну, а все остальное – дело техники Ермошиной. Ясно? А как довести людей до кондиции? Они ж отказываются за вас голосовать. А ты помни, что говорит твой дорогой шеф, то есть я. Если люди проголосуют не за меня, то ты от голода станешь одновременно и язвенником, и трезвенником. Ха-ха-ха-ха! Без шуму и гвалту. Ха-ха! Фу! Начинаем селекторный шабаш при президенте. Товарищ ведьма, докладывай, как идет поиск таинственного незнакомца. Будущее пока в тумане, Александр Егорович. Ничего не видно. И что сделано для успешного преодоления этих временных трудностей? Думаем использовать волшебное зеркало. Это как? То очень просто. Пошлем официальный запрос. Мол, там, кто на свете у всех милее, умнее, добрее, сильнее, красивее, ну и там так далее. И оно покажет вашего соперника, как у сказки про Белоснежку. Белоснежку? Какая еще Белоснежка? Вы мне лучше покажите черный сахар, а то головы всем поотрываю. 15 апреля Гарант приехал ознакомиться с ходом реконструкции национального аэропорта. Ему показали новый вип-зал. Он также не отказался и от дегустации чашки кофе, которым будут угощать вип-гостей. Правда, в баре не оказалось черного сахара, который, по его словам, очень популярен в Европе. А черного нет сахара у вас? Нет? Ну, это большой ваш недостаток. В вип-зоне должен быть этот черный, серый, или как он там называется, сахар. Они же иностранцы, не пьют с белым. Вот и я. А мармуровое мясо в аэропортах Гарант не потребовал продавать? От зра ты, между прочим, смеешься. Если на Западе пьют чай с черным сахаром, то и у нас он обязательно должен быть. Так что будем красить. Ты якая розница, який колер у цукру? Хіба гэта увогуле справа президента? Ну, может, это такая стратегия нашего МИДа.
чтобы с помощью черного сахара наладить диалог с Европой. Господа, у меня прекрасная новость. Теперь вы можете начать выдавать нам визы и снимать с нас санкции. Это еще почему? Потому что мы пьем чай, как и вы, с черным сахаром. Гарант лично распорядился об этом. Нет, чтобы вашему гаранту перестать быть изгоем, пить чай – это мало. А что надо еще? Ему надо пить не чай, а чефир. 15 лет пить чефирь? Зачем так долго? А чтобы, наконец, осознал и вышел на свободу в Евросоюз с чистой совестью. Слушайте, у меня выборы на носу, а личность этого таинственного незнакомца так и не установленная. Ну и зачем, спрашивается, я разрешил вам шабашить? Спокойно, спокойно, Александр Егорович. Я сейчас я быстро, я что-нибудь найду. О, веретено. Им можно уколоть врага, и он заснет вечным сном. Ну и что? У меня вся палатка представителей спит вечным сном. И ничего, этим веретеном такого отморозка не напугаешь. Ну, я не знаю, ну, может, тогда, ну вот, отворотное зелье. Ты, ведьма, кому предлагаешь отворотное зелье? От меня ж и так весь мир отвернулся. Какие еще будут предложения? Ну, тогда только вот волшебная палочка. И кого, и куда я должен этой палкой тыркнуть? Александр Григорьевич, достаточно одного взмаха, и все белорусы станут жить хорошо. И тогда никакой незнакомец вам не страшный. Так благодаря мне белорусы и так чувствуют себя прекрасно. Лучше, чем американцы. Хе-хе, с чего вы это взяли? А по телевизору же сказали. Я сам слышал. Последние 5 лет самый центральный общественный туалет на улице Ленина 5 встречал посетителей закрытыми дверями. Но вот, наконец-то, уборная заработала. На реставрацию места размышлений государство выделило почти 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов? Да за такие гроши можно ж квартиру набыть в Майами. Так я про то и говорю. Теперь каждый белорус, присев на унитаз на улице Ленина, почувствует себя как на Майами. Вот это и будет самая жесточайшая магия. А может лепш отмовиться от такой вашей магии, щиро признать, что господарка нерентабельная, и все ж таки пачать нечто робить? Ну что ты такое говоришь? Совсем как с ума сошел. Какая может быть работа, когда у нас вот сколько проблем? Вот-вот, скоро утро, и ваш шабаш закончится. А вы так и не придумали, как мне расправиться с этим таинственным отморозком, который бешено рвется к моей власти. Я вот тут подумала, Александр Егорович, а что если вам самому стать этим таинственным отморозком? Это как? Ну, понимаете, народ же, вот мужчины, женщины, хочет чего-то нового. Вот вы и сделаете вид, что вы, это не вы, а новый вы. Вот тогда они все за вас и проголосуют. Хе-хе, дык, каб быть неподобным на себе, яму доведется перш за ўсё не брать гроши у Путина. Вы думаете, у яго атрымаецца? Ха, а магия на что? Спокойно, сейчас организуем. Пингиме, пингиме, буридо, фаридо, сусака-масака. Хочу, чтоб Гарант больше не просил денег у Кремля. Ну как, помогло? Хрен ваша магия действует. Теперь еще больше кредитов хочется. Шура, давайте к нам. Тут у нас Евразес. Настоящее чудо. Вован, а ты уверен, что это чудо нас спасет? Нам же надо столько всего. Уверен, Шура. Иначе ты бы об этом чуде не трещал бы с утра до вечера.
Экономическое чудо мне надо поддерживать, но в бюджете недостаточно остается рублей. Пусть долговые обязательства вырастут бешено. Мне срочно нужен евразесовский новый транш покрупней. Помоги мне, помоги мне, в Евразийский союз забери, а иначе все погибнет. Я ж лишусь всенародной любви. Ты мысли геополитически для братского шабаша. Нужна мне, Шурик, территория Белоруссии всей. А как же квоты и дотации? Они увеличатся. Но под Минск я передислоцирую 100 военных частей. А хоть 200, помоги мне, в Евразийский союз забери, а иначе все погибнет. Я ж лишусь всенародной любви. Готов я на любых условиях к твоему шабашу. Хочу тебя проинтегрировать я как можно скорей. Так я ж готов, я же ж не девочка, будьте уверены. Тогда скорее подготовь мне все твои 6 областей. Так все ж готово, ты помоги мне, в Евразийский союз забери, а иначе все погибнет, и я лишусь всенародной любви. Шура, ну зачем тебе всенародная любовь? Успокойся, тебя, как и меня, не любят. Как это не любят? А рейтинг? Ну, по рейтингу любят, а на самом деле нет. Ну як, дапамагла гаранту чорная магія? Нічога не атрымалася. Ён ужо абсалютна ўсім надакучыў. Пачакай, ён яшчэ можа скарыстацца рэцэптам ведзьмакоў, сказкі пра страчаны час. А што гэта за рэцэпт? Ну ты даеш, казку не чытаў? Трэба сабраць пыл страчанага часу, зрабіць з яго ляпёшку, з'есці яе, і тады адразу станеш маладым. І дзе шукаць той пыл страчанага часу? Ой, вакол поўна. За апошнія 20 год ужо столькі страчана. Прекрасная идея. Я так и поступлю. Пойду на выборы, как в 94-м, в образе молодого политика. И с теми же обещаниями запустить заводы и побороть коррупцию. Чуў? Адна надзея на тое, што мы страцілі з гарантам столькі часу, што нарэшце ў яго адбудзецца перадоз. Перадоз? Гэта як? Ну, з'есть ляпёшку і ператворыцца не ў маладога палітыка з 94-га, а ў старшыню Саўгаса гарадзец з 90-га. Ой-ой-ой, бедны той Саўгас. Ну, вядома, бедны. Аднак давай паразмаўляем пра гэта ў наступным выпуску. А пакуль што развітваемся, эксперт з вами. А грамоты сейчас мы раздадим. Бухгалтер даже премию получит. Товарищи, совхоз наш впереди. В других хозяйствах воровали круче. Ой, жах.